как это так делать-то? Что, я включил запись, короче. Поделиться. Скопировать ссылку. Так, Лид, кидаю. В трубочке? Да-да-да. Угу. Все, спасибо. Я у лишних людей буду микрофоны выключать, чтобы не сорили в чат, поэтому... У нас только 4. Где народ-то? Ага, нет, я контактом сейчас. Меня Надина, где занята передом речь, по поводу вечерами Евгения Степановича. Вот, не видите, не сделали 16 Доброе утро, коллеги. Нас не очень много еще пока. Но те, кто подключились, напишите, пожалуйста, вы в прошлом году, в марте, по-моему, у нас была уже эта лекция «Новые форматы». Кто-то из вас уже слышал ее? Это понятно. То есть я могу повториться. У меня просто есть какие-то новые вещи, но есть и что-то, что я уже рассказывала. Мы еще минуточку подождем.
Ну, все, минуточка прошла. Кто присоединится позже, я думаю, ничего страшного не произойдет, да? Итак, здравствуйте еще раз. Галина Патышова меня зовут, и я сегодня расскажу тот интересный опыт, который я... Ой, да, сейчас я демонстрацию экрана включу. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если плохо слышно, пишите в чат, либо пишите Марине Пахолковой по электронке. Она быстренько тут напишет в чат, потому что я смотрю, есть кто-то гость, то есть гости, насколько я знаю, в Яндексе не могут зайти в чат. Только авторизованные пользователи. Так, включаю демонстрацию экрана и открываю презентацию. Угу. Какие-то слайды я буду проскакивать, потому что они уже не актуальны. Ну вот такой момент я предлагаю вам, может быть, вы его уже используете, попробовать сегодня, и его можно, в принципе, использовать, да, как интерактивный момент на ваших мероприятиях. Возьмите листочек, разделите его на 3 части. В первом столбике вы будете записывать все, что услышали, и то, что вас заинтересовало, и вы захотите потом узнать об этом побольше. То, что вы действительно хотите уже реализовать у себя, на что у вас хватает ресурсов и на что у вас будет спрос, по вашему мнению. Ну и какие-то моменты спорные, которые вам показались, идеи, которые вам показались неприменимыми. Угу. Так, это я пропущу. Вообще-то я всегда настаиваю на том, что любое мероприятие, любой пост, который вы пишете, любой текст проходит несколько этапов. Да, и к нему надо подходить, к любому мероприятию надо подходить как к проекту. То есть прежде чем начинать, надо его хорошо спланировать, свое мероприятие, и понять, к чему вы должны в конце прийти, к какому результату. Не просто тему взять, а цель и идею своего мероприятия. Тогда вы будете понимать, к чему вы идете, и уже будете отсекать лишнее, и гораздо эффективнее его планировать, и оно будет действительно получится правильным. Принципы, по которым мы все работаем, да, в библиотеке, планируя свои библиотечные мероприятия, это обязательно книгоцентричность, и я вам буду показывать идеи, которые библиотекари, на мой взгляд, очень удачно реализовали, использовав фонды свои, да. Национально-региональный краеведческий компонент обязательно, метапредметный подход, то есть сейчас это тоже требуется в образовательных стандартах, и мы вслед за образованием его используем. Интерактивный формат, другого, я считаю, что быть не может. Либо у вас очень крутой лектор, эксперт, либо вы крутой лектор, эксперт, либо вы пригласили такого, которого можно слушать с открытым ртом 2 часа, не перебивая. Как это было у нас, например, когда к нам приехали 2 федеральных писателя на Алую ленту, да. Либо вы все-таки, чтобы ваши читатели не уснули на мероприятии, используете какие-то интерактивные моменты, как минимум. Наши мероприятия не могут иметь сугубо развлекательный характер, мы всегда какую-то познавательную при этом включаем изюминку. Ну и достоверность, понятно, доступность изложенного материала имеется в виду. То есть если мы ориентируемся на учеников средних классов, мы не используем умных фраз. Еще один лайфхак, прежде чем мы начнем обзор интересных идей коллег-библиотекарей из других регионов и других районов. Я рекомендую свои впечатления в книге отзывов людей просить записать не в конце мероприятия, а как минимум в середине. Таким образом, человек и будет настроен более внимательно вас слушать, во-первых, а во-вторых, задание мозгу уже дано, а мы устроены так, что если нам задание мозгу дано, и даже если мы сейчас об этом не думаем, где-то на заднем плане, на подкорке эта мысль шевелится, и к концу мероприятия он будет знать, что написать. Очень часто бывает, что люди
в конце теряются, когда мы им даем подсовываем книгу отзывов, и они не знают, что написать, они еще не подумали. Не у всех быстрая реакция. У меня, например, нет быстрой реакции. Мне надо подумать до утра, чтобы принять решение и правильно оценить ситуацию. Дальше. Угу. Так, про структуру даже говорить не буду. Как вы оцениваете? И вообще оцениваете ли вы проведенные мероприятия? Я считаю, что результативность у нас должна оцениваться какими-то измеримыми показателями, такими как новые пользователи, записавшиеся в библиотеку. Если у нас пришли с экскурсии группа, и после экскурсии хотя бы один человек вернулся за книжкой в наш отдел, я считаю, что это уже мероприятие не прошло зря. Книговыдача, посещения дальнейшие, да, и вообще количество посещений на этом мероприятии. Кому-то важно публикации в СМИ. Руководству перед Минкультурой, отчитываясь, подает такую цифру, сколько средств массовой информации осветили наши мероприятия. Это для нашего руководства важно, например. И сейчас, не знаю, к сожалению или к счастью, мы еще отчитываемся деньгами. Не знаю, внедрили ли вы уже Пушкинскую карту, мы ее только начинаем внедрять, но у нас уже стоит план, и мы уже должны зарабатывать на своих мероприятиях. Это можно к этому по-разному относиться, но, к сожалению, это реальность сегодняшнего дня. Так, это я пропущу. Ой. Это я тоже пропущу. Вот, и теперь давайте. Я все интересные идеи, которые вижу, разделила по трендам, которые, на мой взгляд, в библиотеках актуальны. Эту же презентацию я показывала год назад. Ничего не изменилось, кое-что я добавлю в конце, еще несколько трендов, которые я увидела, да, которые сейчас очень, на мой взгляд, бурно развиваются. Вот. Но вообще, вот, что появление волонтеров в библиотеках сейчас очень приветствуется, да, и активно они привлекаются к мероприятиям библиотеки. Иммерсивные, интерактивные мероприятия, мы уже все это знаем, что, да. Краудфандинг, краудсорсинг. Есть несколько библиотек, одна, про которую я нашла, которая успешно использует этот опыт. Мы тоже пытались один раз, и у нас, в принципе, получилось, но почему-то что-то мы не продолжили это делать, но я считаю, что придется это делать. Дальше. Edutainment. Объясню потом, что это такое. Перенос деятельности в онлайн и в то же время очень бурное возвращение в физическое пространство тем, кто приелся, кому приелся уже онлайн. Ну и новые технологии, от них не уйти. Теперь пойдемте по этим пунктам подробнее. Итак, использование волонтеров. В чем отличие зарубежных библиотек и что у нас сейчас тоже уже активно внедряется. Мы не просто приглашаем волонтеров, например, прийти на библионочи, постоять, поразводить людей. Когда пара тысяч человек за ночь приходит к нам, мы сами, конечно, не справляемся. Вот сейчас это все гораздо более это сейчас систематизируется работа. То есть мы не просто разово привлекаем волонтеров. У нас, я знаю, что Самарская библиотека заключает договор с волонтерами, их обучают, и после того, как в них настолько вложатся, естественно, эти волонтеры по договору отрабатывают положенное время. И таким образом мы с них получаем гораздо более полезную работу. Да? Ну и вот несколько примеров. Например, это простой пример, когда мы приглашаем волонтера, который для нас в наших стенах проводит бесплатные курсы какие-либо. Английский язык для детишек, да, ежемесячные либо еженедельные какие-то бесплатные курсы. В этом примере это курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. То есть то, что мы не в состоянии сделать сами,
Но поскольку у нас нет таких компетентных специалистов, мы можем пригласить волонтеров. Это пример простой. Гораздо сложнее, когда работа все-таки систематизирована. Например, в публичной библиотеке Хельсинки энтузиасты организуют более 90% всех мероприятий, освобождая от этой работы библиотекарей. Библиотекарь занимается каталогизацией, библиографированием и так далее. Или, например, очень интересный опыт у музея Достоевского в Санкт-Петербурге. Они организуют осенью курсы подготовки волонтеров. У кого-то включен звук. Выключите, пожалуйста. Мы вас все слышим. Посмотрите на микрофончик нарисованный. Он должен быть перечеркнут. Итак, музей Достоевского объявляет осень. Объявляет осенью курсы подготовки волонтеров. У них, между прочим, даже есть конкурс на эти курсы, то есть не всех берут туда, не все попадают, вернее, на эти курсы. Их обучают, и затем эти волонтеры могут проводить экскурсии по Питеру Достоевского, может быть, даже по музею Достоевского. В этом волонтеры заинтересованы, в этом даже молодежь, потому что курсы эти ведут очень крутые специалисты, искусствоведы, историки. То есть они таким образом бесплатно набираются каких-то знаний, которые им были интересны, и после этого они становятся экскурсоводами сертифицированными практически, да, то есть помогают музею после этого работать. Еще такой пример, когда, не помню, кто мне рассказывал, в зарубежной библиотеке бабушка, пенсионер, с ней тоже был заключен договор, и она дважды в неделю приходила в библиотеку и занималась каталогизацией, то есть составляла, ее обучили, вот, и она занималась библиографическим описанием книг. Она должна была приходить дважды в неделю, там, например, на 3 часа, и это у нее действительно, да, выглядело, вот, может быть, как работа, такая бесплатная причем, но она чувствовала себя при этом нужной, и она делала очень полезное дело для библиотеки, и делала это качественно, потому что ее заранее обучили. Расставлять книги тоже, да, ну, я не знаю, в библиотеке очень много такой работы рутинной, которую можно было бы доверить волонтерам после обучения, но это, конечно, должны быть одни и те же волонтеры. Дальше, краудфандинг. Итак, это способ, когда вы не получаете на свой проект грант, а когда вы собираете его с населения, заинтересованного в этом проекте. Почему сложно, понятно, да? Очень сложно убедить население, что оно должно отдать вам деньги на вот этот вот проект библиотеки. Но есть удачные вполне кейсы. Вот, например, библиотека Сахалина, она издала уже несколько книг местных авторов. Вот здесь у меня на слайде книга сказок для детей, да. Вот они объявляли сбор на сайте planeta.ru и собрали необходимую сумму, и сдали, презентовали. Тем, кто сдает очень много денег, те получают книгу в подарок. На что можно собирать деньги, на мой взгляд? Ну, конечно, на издания различные, да, на организацию фестиваля, если вы сможете объяснить местному населению, что это важно, на выпуск спектаклей и так далее. Но тут, конечно, надо уметь доказать, уметь пропиарить, и, наверное, нескольким сотням людей гораздо сложнее объяснить это, чем комиссии, которая принимает решения по грантам. Но зато вы точно знаете, что этот проект людям нужен. Мы делали календарь таким образом. Через Planeta.ru, через краудфандинговую платформу мы не сработали, мы не смогли. Она размещает у себя и собирает деньги, то есть она проводит техническую работу, но она не пиарит проект, надо пиарить самим. И у нас не получилось собрать через Planeta.ru, там еще и зарегистрироваться надо, чтобы деньги послать. А зато мы просто так смогли собрать деньги с людей, и люди потом получили этот календарь.
Переходим к edutainment. Это слово образовано из двух английских слов «образование» и «развлечение». Понятно, о чем речь. Примеров множество. Я думаю, что и у вас такое проходит. Мы уже в начале занятия говорили, что у нас контент не должен быть чисто развлекательный, он должен быть познавательный, ну, в той или иной мере. Да? Очень интересный пример. Кстати, скоро, по-моему, у них состоится очередная фейл-конференция у библиотеки имени Светлова Москва. Почему фейл-конференция? Люди рассказывают о своих провалах, а не о своих достижениях. И рассказывая о провалах, можно рассказать с юмором, и при этом гораздо лучше усваиваются ошибки, которых можно избежать в будущем. Дальше. Ну, различные неконференции. Это такой формат, когда все делается не так, как на официальной конференции. То есть люди лежат на земле, люди не сидят в помещении, выходят на улицы, люди не делают презентации на экране, хотя на этом фото не конференция была с экраном прямо в поле. Технологии сейчас это позволяют. Вот. Ну, то есть назвать не конференцией и сделать более неформальной. Еще один формат – мировое кафе. Называется, не помню, честно, у кого я это подсмотрела, у какой-то иностранной библиотеки. Они сделали такой вот обмен идеями и знаниями, когда участники располагались за столиками по несколько человек, по 4-5, мне кажется, больше не надо, хотя на фото их больше. И затем переходили от стола к столу, переносили свои идеи, выслушивали идеи того, кто сидит за соседним столиком. Вот. Таким образом, такой вот мозговой штурм, но в компаниях сделанный. Дальше. Тоже такой интересный мировой тренд – ланч с танцами. Даже во время серьезных конференций теперь принято устраивать во время кофе-брейка такие вот неформальные перезагрузки. Будь то это какой-то танцевальный мастер-класс или какое-то еще развлечение. Но тоже имейте в виду, да, что можно даже на серьезное мероприятие включить какой-то развлекательный контент. Это позволит проснуться после обеда. Обычно после обеда хочется спать, а не слушать серьезные доклады, взбодриться и быть готовыми усваивать информацию дальше. Вот интересный тоже такой формат – саунд-чтение. Я нашла у двух библиотек организованные саунд-чтения. Что это значит? Это не значит, что там читают вслух. Там приходят люди, садятся в удобные кресла, на экране идет текст книги. В данном случае тут читают Аверченко, да, по-моему, ее Генри. Живая музыка, ну, может быть, даже запись. Играет музыка, а вы сидите и молча все читаете этот медленно идущий по экрану текст. Вот. Пользуется популярностью. Литературных стендапов разных много. Не буду на них останавливаться, потому что, мне кажется, все уже о нем знают. Литературный стендап – это когда ты на сцене должен коротко, с юмором и увлекательно рассказать об интересной, понравившейся тебе книге. Тоже можно использовать на любом мероприятии. Вот еще один формат у Мурманска, тоже интересный. Перфолекция. Но не только Мурманск его использует, библиотека, но у них вот я нашла несколько сразу. Это когда лекция
перемежается какими-то перформансами. В данном случае лекция о произведении Достоевского была проиллюстрирована громкими читками и даже какими-то отрывками из спектакля по его произведениям. Это я не буду рассказывать. Литературный морской бой. Наши коллеги из Прилузского района сделали вот такую игру между командами. Зашифровали произведения, названия произведений, насколько я понимаю, и задавали вопросы участникам. Еще одна игра, которую можно использовать, привлекая литературные произведения, это «Мафия в библиотеке». Тоже форматов разных много. Наш Борис Дианов из Национальной библиотеки, он проводит литературную мафию. Можете, по-моему, у него есть целая лекция на эту тему, можете более подробно заказать эту лекцию и попросить его рассказать о ней. Дальше. Вот Троицко-Печорский район, модельная библиотека. Такой вот тоже интересный филворд это называется, да? «Собери портфель в школу». Ребята искали слова на нарисованном филворде, связанные со школьным портфелем. Что лежит в школьном портфеле? Пойдемте теперь к внедрению новых технологий. Различные виды новых технологий мы используем сейчас. Да. Могу сказать, что в библиотеке Конгресса уже даже искусственный интеллект расшифровывает старинные газеты. То есть не библиотекари расписывают, делают аналитическую роспись, а это делает искусственный интеллект. Естественно, да, зарубежные библиотеки продвинулись в этом много вперед, но нас это все ждет, я думаю, и не так уж долго до этого осталось, потому что развивается все гораздо большими скачками. Ну, очки VR-реальности тоже уже не редкость совершенно в библиотеках. Дополненная реальность также у нас используется. На фото наш проект в нашей библиотеке, когда можно было поднести смартфон к фотографии, и фотография оживала, появлялось видео с каким-то отрывком, например, из оперы, поскольку эти плакаты были посвящены театру. Так, что еще? Ага, ну вот немножко развлеку вас. И на что способен вообще еще искусственный интеллект? Вот тут 5 портретов, из них 2 девушки только настоящие. Как вы думаете, какие? Чат я не вижу, поэтому можете для себя определить, посмотреть. Заинтересованные коллеги. Какие? Ну все, не буду больше тратить на это время. На самом деле настоящие 1 и 4. Как ни странно. 4 слишком хороша, да, для искусственного интеллекта? Мне показалось, наоборот, она такая кукольная. Красота. Ну, это ожидаемо, что все будут говорить, что раз кукольная, значит неправильно, а это наоборот правильно. Вот. Машина умеет писать стихи. Здесь у меня уже виден правильный ответ, поэтому не буду на этом тоже останавливаться. В таких интересных тестов угадай, что сделала машина, а что настоящий человек, в интернете очень много. Ну и вот тоже один из свежих примеров, когда молоденькая байкерша, красавица, оказалась 50-летним мужчиной. Угу. Чат-боты. Чат-боты как-то вот у нас не очень. Их начали использовать, но потом
что-то вот те чат-боты, на которых я была подписана, все как-то подзаглохли. Надо рассчитывать свои силы, потому что это придется постоянно обновлять. Ну, хотя бы сделать чат-боты, которые будет указывать режим работы библиотеки, ну, указывать на ближайшую библиотеку, если это город, да, условия выдачи книг, собирать отзывы и пожелания. Можно сделать такого чат-бота. Подборки уже сложнее, потому что в них надо вкладываться. Да? Режим работы у нас меняется не так часто. Вот подборки потом надо будет постоянно обновлять. Поэтому ну, вот, они существуют, не знаю, насколько вы готовы в них вкладываться. Ну, про уход в онлайн я сейчас говорить не буду. Мы все во время пандемии ушли в него и так и не возвращались еще, по-моему. Сейчас самое интересное, может быть, скажу. Вот у Картки-Росы такой милый проект «Сказки Пушкина». Да? На фото надо угадать, какие сказки здесь зашифрованы. Для того, чтобы повысить активность в группе, мне кажется, очень здорово. И, кстати, персонификация – это сейчас тоже один из трендов. То есть даже если у вас пост написан, рекомендация от имени какого-то сотрудника библиотеки, и он рассказывает о себе, почему ему эта книга понравилась, набирает больше просмотров, чем пост, просто описывающий какую-то книгу. В данном случае сотрудники библиотеки сфотографировались с этими предметами из сказок Пушкина, и это вообще здорово зашло. Так. Примеры продвижения своих мероприятий в виде стишков. Наверное, это стишки-пирожки, да? Не знаю точно, как этот жанр называется. Врачиха, врачка или врачиня, а может будет просто врач, не разобраться без эксперта, хоть плачь. Крутая дискуссия о феминитивах. 9 июня в 11:00. Вот так нестандартно можно проанонсировать свои мероприятия. Это пример проведения в Zoom клуба. Даже клубы, когда мы сидели все по домам, у нас наш сотрудник проводила клуб «Вершина айсберга» онлайн. Люди, которым не хватало общения, подключались с удовольствием, несмотря на все вот эти технические проблемы. Ну и подкасты. Подкасты набирают все еще, они все еще не весь рынок, емкость рынка еще очень велика. Поэтому, если вы еще не начали выпускать подкасты, рекомендую. Единственное, о чем можно делать, мне кажется, конечно, соперничать с такими литературоведами, крутыми писателями, там, с Галиной Юзефович соперничать в описании книг, может быть, и сложно будет. Но краеведческие подкасты – это вот наше все, мне кажется. Ну, подводя итог, фильм «Малыш». Зачем старомодный Чаплин к современному зрителю? У меня тут еще и звук вписан. Мне кажется, за тем же самым, зачем каждому из нас нужны какие-то вечные произведения искусства, созданные, может быть, даже очень давно. Ну, во-первых, классика не стареет. Узнали ли вы голос? Хочу похвастаться. Сейчас, в наш век, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, нет никакой проблемы связаться с любым человеком в мире. Хотя, может быть, сейчас уже не так это все легко. Но в данном случае мы успели взять интервью у Антона Долина для нашего подкаста местного. Еще один пример нестандартного описания событий на сайте у библиотеки Екатеринбурга. Вот так они подвели итоги года. По месяцам самые важные события, какие произошли, на взгляд сотрудников библиотеки в этом месяце, и книги, которые вышли в этом месяце, уже позапрошлого года.
множество различных онлайн-проектов ВКонтакте. Мне понравился вот этот вот 501 вопрос про чтение. 5 вопросов, заданные 500 разным людям, в том числе и обычному солдату-срочнику, и музыканту-джазмену, и еще кому-то, врачу, прокурору и так далее. Очень интересно читать ответы на вопросы разных людей. Мне кажется, таким образом можно зацепить очень большую целевую аудиторию. И опять же, персонификация рулит. Книговорот онлайн. Все мы устраиваем буккроссинги, фримаркеты и так далее. Что сделала библиотека Измайловская в Питере во время пандемии? Они сделали его онлайн, в прямом эфире, показывали книги, которые они готовы отдать в добрые руки. И люди в комментариях писали, какую книгу они хотят. Кто первый успел написать, тот потом прибегал и забирал эту книгу. Вот так они оживили и свою группу, и раздали множество книг. Тоже очень милая, на мой взгляд, акция библиотеки сельской из Кайгородского района. Книжные раскопки. Они предложили и библиотекам, и просто людям, читателям поискать самую, по-моему, старую, да, или достойную внимания. У них просто написано самая достойное внимание книга из собственной домашней библиотеки. И к этой акции подключились не только жители села, но и другие библиотеки из других районов. И даже, смотрите, из Архангельской области какая-то женщина прислала старую книгу. Люди находили книги с какими-то дарственными надписями интересными. Люди находили книги своих бабушек, которые уже давно не с нами, не с ними. То есть, ну, такая вот милая акция тоже. И, на мой взгляд, она очень помогает сплотить сообщество. А это важно сейчас. Так, про блоги тоже рассказывать не буду, потому что какие-то программы, какие-то приложения у нас уже теперь запрещены, какие-то просто не работают. Поэтому TikTok мы пропускаем, к сожалению. А раньше я рассказывала о том, что TikTok нельзя списывать со счетов, что к нему можно отнестись серьезно, потому что аудитория у него огромная. И очень интересные примеры в ТикТоке были наших библиотек российских различных, как они его используют для продвижения чтения. Так, вот это вот все я тоже сейчас прокручу, потому что все мы уже все это с вами знаем, и плюсы, и минусы этих онлайн-мероприятий. Лично я считаю, что онлайн – это зло, но и иногда по-другому не получается, как у нас сейчас с вами. Угу. И еще одна идея, которую почему-то библиотеки не очень активно используют, хотя, мне кажется, уже надо начинать. Именно среди молодежи пользуются большим спросом темы этикета. Да? Вы знаете, что вообще вся психология у нас сейчас в почете, и у психологов много, и они собирают свою аудиторию. И есть свои правила общения в интернете. И вот эти правила молодежи очень интересны. Поэтому вот на эту тему цифрового этикета, общения, правил общения в интернете можно делать и мероприятия, и дискуссии, и вы соберете аудиторию таким образом на свое мероприятие, может быть, даже привлечете каких-то новых людей в библиотеку. Используйте. Покажите мне интересные примеры, как вы сделали мероприятие на эту тему. Я знаю, что делают, например, там дискуссии взрослые люди против подростков, да, которые рассказывают о том, что интернет – это зло или интернет – это добро и так далее. А тут именно о том, какие, может быть, вместе выработать правила. Интересная тема, я бы сделала. Ну и еще немного кейсов. Еще один способ фримаркета сделать book change, то есть все книги, которые принесут читатели, потом
будут запакованы, и люди, не глядя, кому что достанется, вытаскивают книги. Так, чек-листы, гайды, виш-листы, много англицизмов у меня. Сейчас тоже очень модно использовать вот такие, готовить такие чек-листы. Почему? Потому что инфографика – это тоже один из важных трендов. Инфографика сейчас везде используется, то есть не просто иллюстрации и не просто длинные тексты. Когда соединяют картинки, которые заменяют слова, информация усваивается, поколение Z, информация усваивается гораздо эффективнее нашим поколением Z. И библиотеки делают очень много разных. У Светловки, опять же, есть такой вот путеводитель, гайд, в котором ты отвечаешь на вопросы «да», «нет», и он тебя приводит в итоге к книге, которую тебе советует прочитать библиотекарь. Сделать это сложно, но пользоваться будет зато популярностью. Вот один из примеров, но это не у Светловки, да. То есть научная фантастика любишь? Люблю. Киберпанк? Не люблю, возможно. И вот в итоге получается книга, которую библиотекарь рекомендует вам прочесть. А вот про Достоевского. Такой же путеводитель, гайд. Толстые книги? Нет. Насколько ты несчастлив? Ужасно. Значит, читай записки из подполья. И вот тоже очень интересная, на мой взгляд, вещь, которую можно раздавать, которую можно дарить. На закладке ее, например, сделать. Или в виде магнита на холодильник, хотя это дорого. Да, которую люди могут записывать. Книги, которые они хотят прочесть. А вот посерединке, видите, это для детей сделано, зарубежный опыт. Они записывают книгу, которую читают, и потом раскрашивают ее в тот цвет, в зависимости от того, понравилась она им или нет. Если понравилась, там, допустим, то она красненькая, если так себе, то фиолетовенькая, если совсем не понравилась, синенькая. Ну, это я уже сочиняю. Там расписано было, расписать оценки можно тоже по цветам. Побуждает к чтению, побуждает к соревнованию, если у каждого ребенка в классе будет, например, такой дневник читательский. Ну вот лайфхаки, да, тоже можно оформить в виде инфографики. Челленджи. Челленджей сейчас тоже много, и популярность они свою не теряют, хотя они уже давно существуют. По-моему, у меня где-то там еще будет пример фото-челленджа свеженький. В данном случае челлендж прочесть сколько-то книг за год. Да? И для того, чтобы было интересно читать, и для того, чтобы разнообразить свой кругозор. Вот, например, один из челленджей, да, прочесть исторический роман, прочесть книгу малоизвестного автора, прочесть книгу с синей обложки и так далее. И к концу года набирается 20 книг. Кто успел, тот получает приз от библиотеки. Книжные игры пока рассказывать не буду. Это тоже... ну вот здесь могу сказать, что еще один способ привлечь внимание, привлечь аудиторию к своему мероприятию – это сделать мероприятие тайным. Да? Держать в секрете место проведения. У нас, например, на Библионочь по книгохранению попадают 10-я, наверное, часть от всех желающих, только те, кто успели записаться вовремя. Потому что мы физически не можем пропустить большее количество народу на квест в наше книгохранение. Но тем оно ценнее. Буккроссинг. Еще один пример буккроссинга. Когда те люди, которые принесли свои книги,
Они не просто оставили их и ушли, а они стояли и рекламировали эти книги, рассказывали о них много интересного. Таким образом, люди еще и стали общаться друг с другом. Еще один пример – это читательский альманах. К 100-летию писателя Солженицына на его родине в Ставрополе было сделано. И в этот альманах вошли различных возрастов работы у людей различных возрастов, какие-то и фото, и иллюстрации к его произведениям, и рецензии, и отзывы, и тексты. Такой вот краеведческий материал получился. И учащиеся, и ученые приняли участие в создании этого альманаха. Почему бы перед праздником, все дети в детском саду должны перед праздником выучить какое-то стихотворение? Почему бы не подсуетиться и за месяц до праздника не выложить у себя распечатанные хорошие стихотворения по теме? Вот на таких листочках. Я думаю, родители будут вам благодарны. Библионяня на каникулах. Я думаю, что так или иначе какие-то площадки у нас у всех существуют. Да? Вот этот проект, мне он очень нравится. Я сейчас скажу, чем. Ульяновская библиотека на этот проект выиграла грант 3 миллиона рублей. Они расставили по городу вот такие вот ящики. И людям не надо было дозваниваться, как у нас. Вот у нас дозваниваются, а мы приехать не можем. Привезти, может, кому-то проблематично. Тут в нескольких районах города стояли ящики, люди выносили туда книги, библиотекари собирали, распределяли хорошие книги между библиотеками области, между ЦБС. Ну, с плохими тоже что-то. Те книги, которые не востребованы библиотеками, уходили на фримаркеты. Таким образом, было спасено множество домашних библиотек, во-первых. Во-вторых, фонды пополнились реально хорошими книгами. Ведь у кого-то есть и действительно ценные экземпляры, и новинки, которые они прочли, и которые им больше не нужны. 3 миллиона для работы отдела комплектования. Еще один тренд, да, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые библиотеки даже устраивали вот такие вот сплавы для своих туристов, для своих читателей. Инватуризм. А вот еще один проект, конкурс тактильной книги. То есть дети делали для слабовидящих детей, мастерили вот такие вот книги, которые можно было пощупать на мастер-классах. Переплетали, сами придумывали иллюстрации. Здорово. Еще один способ продвижения чтения – различные конкурсы среди читателей. Не хочу рассказывать. Посмотрите, как вы думаете, где находится этот дом? Не в Сыктывкаре, это Мурманск. У нас тоже есть такие пятиэтажки с подобными картинками на другие темы. Вот выкладывать в группе какие-то интересные фотографии из своей местности, пусть люди угадывают с неожиданного ракурса, тоже очень сильно активизирует работу, активизирует читателей в группе. И вот еще один интересный проект. Кстати, мы еще не опаздываем. Я еще хотела одну вещь рассказать. Так, у Мурманской библиотеки экскурсия «Посмотри на город сверху». Они делают путешествия виртуальные, да, сначала по городам, по улицам, вернее, своего города, а затем в подзорную трубу можно эти все памятники, достопримечательности увидеть. Тоже пользуется большим спросом.
интересная книга Сахалина. Вот такие вот закладки, библиографический указатель по редким растениям Сахалина. Можно же сделать даже мастер-класс по изготовлению закладки. Сначала рассказать о том, что вот это растение только здесь произрастает. Тоже, на мой взгляд, интересная идея. У Карткироса еще одна идея. Не только у Карткироса она есть. Видео с распаковками. Пришедшие новые книги. На видео просто люди под музыку распаковывают посылки с новыми книгами. Тоже набрало много просмотров. Это я давно принтскринила, сейчас гораздо больше этих просмотров на YouTube. И привлекает читателей. Проект библиотеки Муравленко. Вы, наверное, слышали уже много о библиотеке Муравленко. У них много интересных молодежных проектов. Вот такой профориентационный проект. В центре личность. Они приглашают местных интересных личностей и такой вот неформальные беседы о том, как он дошел до жизни такой. Ярких, добрых, искренних, успешных людей. Они рассказывают молодежи о том, как стать крутым специалистом, как хобби превращается в специальность и так далее. Еще один такой милый, на мой взгляд, кстати, сейчас уже опять осень, онлайн-челлендж «Я в домике». Надо было сделать домик из подручных материалов дома, залезть в него с книжкой и фонариком и прислать фото в библиотеку. Вот, можете использовать. Сейчас самое время. Все мы строили домики из подушек, из стульев. Вот еще один импортный проектик. Они разложили книги по принципу эмоций, различия эмоций. Да? То есть хочешь посмеяться, возьми книги отсюда. Хочешь понервничать, по адреналинчику хапнуть, вот тебе еще одна полочка. Хочешь поплакать, грустные книжки, вот еще одна. И так далее. Так, простите. Так, это я рассказывать не буду. Вот, еще несколько интересных названий. «Встань с дивана», лекторий выходного дня. «Умный фитнес», классный. Мне так нравится этот проект. Тоже, по-моему, у Муравленко. Они собираются вместе, берут палки для скандинавской ходьбы, надевают наушники, включают какую-либо книгу и ходят час по улицам города, слушая все вместе одну и ту же книгу. Такой вот. Они на это грант выиграли. Перед входом на мероприятие билетом является прочесть скороговорку. Может быть, что-то еще. Ответить на вопрос загадки. Придумать что-то еще. Арт-марафон «Солнце для полярной ночи». Тоже, по-моему, Мурманская библиотека это сделала. Они просили присылать рисунки солнечные во время полярной ночи. Потом награждали наиболее активных участников. Вот еще одна идея. Вкусные цитаты. Когда идет цитата из книги. И они сняли на видео, как они готовят этот рецепт. Не помню, какая библиотека, честно, но я для себя вот просто выписываю иногда и вам рекомендую. Интересные идеи записывать себе куда-нибудь сразу же, в одно место, чтобы потом не искать, куда же я это записал. Может быть, это будет блокнотик. У меня это чат самой с собой ВКонтакте. То есть брали цитату из книги с рецептом и снимали на видео, как они готовят этот рецепт, выкладывали у себя в группе. Вот такой тоже интересный. Это, по-моему, Кайгородок, не библиотека сделала, Кайгородский заказник. Висит у них вот на столбах. Такой вот интерактивный, познавательный стенд. Это брусника. Ты отвечаешь для себя да или нет, переворачиваешь этот кружочек и видишь, что да, я прав, это брусника. Угу. Так, вот про
опять же, использование пушкинской карты и проплатные мероприятия. Библиотека города Ноябрьска предлагает экскурсии в темноте за деньги. И стоит это у них недешево, по-моему, там чуть ли не 500 рублей за билет. Вот. Ну и не просто эта экскурсия, а экскурсия-квест. Им выдается фонарик, выдаются вопросы, и они идут по точкам маршрута в темное время суток. Классно? Еще одна идея – это Южно-Сахалинск. Они сделали вот такую выставку иллюстраций, картинок на окнах напечатали, посвященную городам-героям. Выставка видная всем прохожим. Польша, в группе «Современная библиотека», это я посмотрела, да, они пригласили известных людей поработать один день библиотекарями. И эти люди не только выдавали книги, но и рекомендовали те книги, которые нравятся им. Еще один вот интересный проект, тоже, по-моему, грантовый. Краеведческие группы есть у многих. Тут вот такое интересное название «Старые книги, новые истории». Они просто берут и сканируют или перепечатывают интересные факты из старых краеведческих книг. И вот эти вот старые фотографии, мне кажется, это всегда пользуется большим успехом. Книжные конфетти в Салехарде. На День защиты детей библиотекари вышли на улицы и не просто задавали вопросы и раздавали за это конфеты, а еще и к конфетам была прикреплена карточка с QR-кодом, который ведет на списки книг, которые можно прочесть летом детям. Любой список можно туда включить, любую рекламу прикрепить к конфете. Вот фото-челлендж «Народы Поволжья». Тоже свеженький пример. Просили семьи сфотографироваться в костюмах своего народа и прислать в библиотеку. Подвели итоги в итоге. У нашей городской библиотеки тоже мне очень понравилась вот эта вот акция «Февраль», когда каждый день, не знаю, не помню, каждый день, не каждый день, выдавался один факт, и надо было понять, это правда или неправда об этом писателе. На следующий день люди голосовали, на следующий день озвучивался правильный ответ и задавался следующий вопрос. Тоже оживить группу таким образом и полезно для нас, и полезно для читателей. Так, про комиксы говорить не буду. О том, что комиксы – это серьезно, я уже несколько раз говорила. Если здесь в комиксы заложен дневник Анны Франк, то здесь вообще тема ГУЛАГ. Выжившие. И сделал это музей истории ГУЛАГа в Москве. Для поколения Z и информацию в комиксах можно передать тоже очень доступно для поколения Z и очень эмоционально. Так, теперь я хочу показать еще одну презентацию. Те тренды, которые, на мой взгляд, появляются дополнительно. Про волонтеров. Вот еще один свеженький проект у Ижевска. Библионеры. Для детей, которые находятся в социально опасном положении. И эти библионеры, тимуровцы, проще говоря, да, помогают, как юные тимуровцы, бабушкам и дедушкам, но они не только носят продукты и поливают цветы, но еще и приносят книги. И завершается это все акцией «Муравейник добрых дел», где за один день дети стараются совершить как можно больше добрых поступков. Сложно это сделать. Мы, например, так и не смогли к этому подобраться. Но мне кажется, это классный проект, который как раз сплотил и два поколения, и сплотил общество вокруг библиотеки. То есть вот реализация таких проектов позволяет нам действительно стать центром притяжения, точкой притяжения. И еще те проекты, которые сейчас в топе, да, те темы, которые сейчас в топе, это многообразие и равенство народов, культур
за границей даже различных гендерных, вернее, ну да, скажем так, отсутствие гендерных разделений. У нас это, я думаю, что не актуально и не будет в ближайшее время актуально. Но то, что у нас живет много национальностей, и у нас переплетены много культурных различных слоев в нашем обществе, это позволяет делать интересные проекты на эту тему. Проекты, связанные с экологией, тоже сейчас получают хорошую грантовую поддержку. Ну и развитие креативных индустрий, об этом вы все знаете. И вот несколько свеженьких примеров. Про то, что такое креативная индустрия, я вам рассказывать уже не буду. Вы, наверное, вы все уже об этом наслышались. Самый близкий нам пример, далеко ходить не надо, у юношеской библиотеки Гвоздильня Лаб, тоже получившая грант. И они смогли на этот грант приобрести 3D-принтер, приборы для выжигания. Я думаю, что вы все уже побывали в этой гвоздильне. И это действительно здорово. Дальше. Вот Алнакшская межпоселенческая библиотечная система. Это и этно-проект, и проект, который позволяет не просто потреблять информацию в библиотеке, а стать активным, освоить какое-то рукоделие. Прочли, да? Дальше. Подобный проект в Великом Новгороде, да, где рассказывают о ремеслах, о мастерах, о земле новгородской. Вот так реализовала такой подобный проект Пенза. Они делают серию арт-квартирников, где на одной встрече рассказывают о одном увлечении, там, о необычной фотографии, на другой встрече показывает и рассказывает мастер, как он делает изделия из дерева и так далее. И вот это пример из США. Они проводят, у них все более масштабно, они проводят молодежную неделю технологий. Они проводят ее уже с 2007 года. И проводят по всей стране. К этой акции присоединяются, как у нас к Библионочи, множество библиотек. И в течение недели для подростков проводится множество различных мастер-классов. Это организует Ассоциация библиотек Америки. И цель этой недели сделать так, чтобы молодые люди стали компетентными и этичными пользователями цифровых медиа. Мне понравился один из мастер-классов очень, разборка. То есть они собрали старую технику, радиотехнику, там, радиоприемники, компьютеры старые, дали детям отвертки, и под руководством опытного инженера дети разбирали эту технику и узнавали, из чего же состоит компьютер внутри. Вот. Такой вот интересный способ научиться разбираться в технике, стать радиоэлектроником. Так, и вот еще один пример, успеваю я рассказать, да, издательский проект. У нас у всех у библиотек множество различных издательских проектов, чаще это, конечно, библиографические указатели, но в данном случае в руки Щелковской библиотеки в Подмосковье попал дневник девочки из блокадного Ленинграда, и они, сохранив вот этот формат тетрадки, да, обычной, привлекли профессионального художника и издали вот такой интересный дневник. Так, все. Это все, что я успела рассказать. Да, не буду больше ничего показывать. И я думаю, что у вас таких проектов тоже множество, таких идей. Надеюсь, что вы заполнили этот листочек, про который мы с вами вначале говорили, и у вас что-то новое вы тоже сегодня приобрели. Так. Ну, давайте выводы сделаем.
сейчас очень важно уметь работать с компьютерными программами. Даже если вы не делаете онлайн-мероприятия, вам продвигать их все равно придется. И видеоконтент очень набирает обороты, и подкасты, аудиоконтент. Я вас призываю, как всегда, как каждый раз, делать красивые фотографии со своих мероприятий и рассказывать о них на страницах соцсетей, иначе о них никто не узнает, кроме тех человек 20-30, кто побывал на нем. Важно разговаривать со своей аудиторией на одном языке, да, если у нас это поколение Z, которое долгие тексты не воспринимает, длинные тексты, то им придется и инфографику применять, и интерактивные моменты. Вот. А клиповое мышление сейчас не только у поколения Z. Вот. Важно оценивать свои силы. Вот очень много проектов, которые были так заявлены громко и не получили продолжения. С теми же чат-ботами интересные вещи. Иногда, может быть, не стоит браться, потому что хорошие вещи сходят на нет, и это, конечно, в итоге вызывает негатив. И я все-таки призываю проводить анализ эффективности, анализ спроса на темы, на форматы ваших мероприятий, потому что сейчас, если мы будем все это монетизировать, а мы это будем монетизировать, нам важно делать такие мероприятия, которые у нас будут покупать. Все, спасибо за внимание. Очень надеюсь на обратную связь. Не знаю, в каком виде Марина вам Пахолкова предложит ее нам дать, но... Ой. А у меня вообще идет видео, то что у меня камера... все понятно. Камера-то у меня выключена. Все, я останавливаю демонстрацию. У нас так и было не очень много, но я надеюсь, это был полезный час. Спасибо, я отключаюсь.